Бог объявляет, что порог вашей судьбы вот-вот откроется, но вы ведете обычное существование, не осознавая его важности. Если вы захотите, то сможете проявить чудо внутри себя. Внимательно вникните в мое послание, сохраняя спокойствие ума, и позвольте ему найти отклик в вас. Это необыкновенное послание длится 25 минут и способно полностью изменить вашу жизнь. Однако, если вы все еще скептически настроены и считаете, что это неправда, я рекомендую вам посмотреть только первую половину сопровождающего видеоролика. Опыт работы с этой частью может достаточно убедить вас в ее подлинности. Наберите сейчас «Я хочу быть с Богом», если вы намерены получить слова и финансовые благословения, которые придут через это необычное послание. Помните, что предположение о том, что вы понимаете послание божественной сущности, не гарантирует их легкого принятия. Бог передает бесчисленные истины, и иногда наше понимание оказывается недостаточным. Однако, если вы потратите время на то, чтобы прислушаться, и проявите веру, чтобы сделать прыжок, то в конце концов поймете глубокий смысл высказываний Бога. И когда это время наступит, уверяю вас, мир необратимо изменится. А теперь нажмите лайк на видеоролике и покажите, как сильно вы любите Слово Господа и хотите быть с Ним. Бог всегда видит все, что вы делаете, и знает, что вы делаете и чувствуете. Бог обращается к вам сегодня, провозглашая вас моим дорогим ребенком, объятым неизменной любовью. Я избрал тебя, чтобы ты был путеводным светом в моем мире. Примите жизнь, наполненную радостью, миром и счастьем в своей повседневной деятельности. Стремитесь символизировать сущность Иисуса, позволяя другим людям наблюдать Его присутствие в вас. Встречаясь с жизненными испытаниями, помните, что я всегда буду рядом с вами. Ничто не может разрушить нерушимую связь между нами, поддерживаемую Его безусловной любовью. Все ваши мысли, слова и поступки должны быть направлены на то, чтобы угодить мне и возвеличить мое имя. Если вы нашли отклик в этих учениях, пожалуйста, выразите свою поддержку, поставив лайк этому видео. Иисус утверждает, что безграничная любовь Бога к миру привела к тому, что Он послал Своего Сына, даровав вам вечную жизнь. Мы охвачены Божьей любовью, которую можно познать через дар вечной жизни, дар незаслуженный и безвозмездный. Божья любовь распространяется на всех без исключения. Вас любят просто за то, что вы Дитя Божье, как Иисус. Божья любовь к вам зависит не от ваших поступков или имущества, а от вашей личности во Христе. Напишите «Я люблю тебя, Бог», если вы также любите Господа, как Он любит вас. Когда вы размышляете о Боге, ваша точка зрения может отличаться от моей. Однако, вероятно, в центре его внимания находятся такие понятия, как благословение, милосердие и надежда. Возможно, ваше представление о Боге более традиционно. Вы верите в единого Творца, контролирующего мир и человечество, и ежедневно выражаете благодарность в молитвах за дарованные благословения. С другой стороны, ваша вера может носить более личный или духовный характер, признавая наличие одного или даже нескольких богов, заботящихся об удовлетворении индивидуальных потребностей и желаний каждого человека.
С другой стороны, вы можете не верить ни в какое божество, воспринимая себя как индивидуальный дух или сознание, связанное с более широкой Вселенной, которая может не проявлять особой заботы о конкретных сущностях. Я безмерно привязан к вам, желая, чтобы ваши поступки в жизни свидетельствовали о глубине моей любви ко всем. Отец Небесный, Ты олицетворяешь совершенную любовь и доброту. Пусть мое сердце сохранит свою чистоту, излучая Твою любовь, мир и радость, где бы я ни находился. Наберите 91 и получите благословение Господней компании. Я здесь не для того, чтобы предлагать приходящее счастье в простой жизни. Напротив, я буду бросать вызовы и преодолевать трудности, чтобы осветить истинный путь к счастью. Я не склонен давать немедленные ответы и решения для более спокойной жизни. Вместо этого я буду задавать вопросы, наводящие на размышления, позволяя вам искать ответы внутри себя. Вы мой возлюбленный, и моя любовь к вам не знает границ. Я стремлюсь быть вашим самым надежным другом, спутником и доверенным лицом. Как Дитя Божье, Он является вашим Творцом, даровавшим вам жизнь и свободу. Этот дар жизни и свободы влечет за собой ответственность за разумное использование этих даров. Независимо от того, какой период времени вы провели на Земле, вчера, на прошлой неделе, в прошлом месяце или много лет назад, Бог говорит вам, что вы не принадлежите только себе, вы принадлежите мне. Я дам вам все, что вы желаете, и что вам нужно для вашего счастья. Я направлю вас на благоразумный выбор ради вашего блага. Моя привязанность к вам настолько глубока, что даже когда происходят какие-то события, я хочу, чтобы вы знали, что все хорошо. Я также предан вашей радости и благополучию, как и вашему горю и страданиям. Я здесь для того, чтобы поддержать вас всем, чем могу, даже если это означает разрешение обстоятельств, которые в противном случае могли бы вызвать мой гнев или печаль. Напечатайте «Благодарю Тебя, Господи», и поблагодарите Бога за Его понимание. Я рядом с тобой, когда ты нуждаешься во мне, даже если наши физические пути не пересекаются, и мы не можем общаться на земле. Ты мое дитя, и я выбрал тебя. В моих глазах ты имеешь огромную ценность, и я желаю тебе обрести счастье и добиться успеха в жизни. По замыслу Бога, мы должны испытывать глубокий мир и радость, которые приходят от осознания нашей связи с Ним. Без этой связи с Богом наше чувство удовлетворения всегда будет оставаться неполным. Мы не принадлежим только себе, мы были искуплены дорогой ценой. Признание того, что мы принадлежим Богу, придает нашему существованию цель и смысл, развивает чувство собственного достоинства и утверждает нашу индивидуальную ценность. Я создал вас по своему подобию и приглашаю вас стать моим сыном или дочерью. Я наделил вас духом любви и надежды. Ваша миссия – любить меня всем сердцем, разумом, душой и силой. Бог жаждет благословить вас и почтить свое имя. Он хочет наполнить вашу жизнь радостью через свою любовь, даровать вам счастье и успех. Однако это может произойти только в том случае, если вы готовы отдавать другим, любя их так, как любил нас Иисус.
Напечатайте «Я люблю Иисуса» и почувствуйте, как Его любовь входит в вас. Божья любовь распространяется на всех без исключения. Он любит каждого из нас неповторимо и глубоко, и только Он может даровать такую любовь. Эта любовь проистекает из того, что Он создал нас по своему образу и подобию, наделив нас духом любви и надежды. Бог провозглашает: «Излию дух мой на нуждающихся, обнищавших, сокрушенных сердцем и сокрушающихся. Я открою им свою любовь». Мое стремление и желание для вас состоит в том, чтобы вы жили жизнью, наполненной целью и смыслом. Я желаю использовать ваши таланты во благо и на благо других. Вы любимы мною настолько, что я готов пожертвовать всем ради вас. Ваша значимость неизмерима, и ничто не может разорвать связь между нами и Божьей любовью. Любовь Бога к вам настолько глубока, что Он послал Своего Сына, Иисуса Христа, претерпеть стыд и позор на кресте, чтобы вы могли обрести вечную жизнь. Если вы еще не приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя, то пришло время сделать это. Я знал людей, которые сомневались в Божьей любви к ним, считая, что они должны заслужить Его расположение и признание, живя в соответствии со своими собственными стандартами добра. Истина заключается в том, что Божью любовь и принятие нельзя заслужить, они даются безвозмездно. Вам не нужно стремиться быть достойным, Он уже принимает вас таким, какой вы есть сейчас. Если бы мы были достойны Его любви, Он бы уже дал нам ее. Однако Он сделал себя доступным, позволив нам принять Его любовь через Иисуса Христа, Господа нашего. Наберите 23 и знайте, что Иисус всегда с вами, даже в самые трудные времена. Я Творец мира, и я желаю быть неотъемлемой частью вашей жизни. Ваше существование – это дар для меня, и я желаю восстановить его для вас в изобилии. Я дал все, что необходимо для праведной жизни, теперь дело за вами, проявить это. Бог желает дать вам все, что необходимо для счастья и успеха в жизни. Он хочет, чтобы вы жили целенаправленно, осмысленно и полноценно. Когда вы сталкиваетесь с трудностями или сложными обстоятельствами, вы можете усомниться в том, что у Бога есть для вас более великий план, чем тот, который вы сами себе наметили. Вы можете сомневаться, действительно ли Бог любит вас так сильно, как утверждает. Возлюбленные дети, не нужно бояться, ваша жизнь изобильна сверх меры. Не бойтесь перспективы смерти, потому что Бог всегда рядом с вами. Не бойтесь ничего в этом мире, потому что Бог уже позаботился обо всем. Вместо того, чтобы чувствовать себя подавленным размером своих проблем, помните, что любая трудность – это ступенька к решению. Знайте, что конечная цель, к которой вы стремитесь, имеет первостепенное значение. Никогда не забывайте о непоколебимой силе идеи, время которой пришло, идеи, способной спасти жизни и преобразить мир. Вы – шедевр божественного творения, наделенный неограниченным потенциалом и безграничной любовью. Примите свою истинную сущность и озарите мир своим светом. В каждый момент времени верьте, что я направляю вас на путь высшего предназначения. Отрешитесь от своих забот и примите раскрытие своей божественной судьбы.
Напечатайте «Я принимаю» прямо сейчас и почувствуйте, как это благословение входит в ваш дом. Внутри вас живет сила исцелять, прощать и трансформировать. Обратитесь к источнику любви в своем сердце и станьте свидетелем появления чудес. Не бойтесь неизвестности, ибо я всегда с вами. Доверьтесь моему руководству, и вместе мы пройдем жизненный путь с изяществом и мудростью. Вы никогда не будете одиноки, ибо я обитаю в вашей душе. Найдите утешение в глубинах своего существа и откройте для себя вечное присутствие божественной любви. Когда вы чувствуете, что плывете по течению, обратитесь внутрь себя и воссоединитесь с божественностью, которая живет в вашей сущности. Помните, что вы – сосуд божественного света. Ваши молитвы услышаны, а ваши желания известны. Доверьтесь моим срокам, поскольку я организую Вселенную так, чтобы она соответствовала вашему высшему благу. Примите силу благодарности, ибо она открывает портал к чудесам. Культивируйте сердце, полное благодарности, и изобилие вольется в вашу жизнь. Любая трудность – это возможность для роста и трансформации. Примите невзгоды как катализатор вашей духовной эволюции. Поднимитесь над своими ограничениями. Вселенная строит заговоры в вашу пользу и ткет гобелен благословений. Откройте свое сердце и примите изобилие даров, дарованных вам. Ваше предназначение уникально и незаменимо. Смело принимайте свою божественную миссию, ибо мир с нетерпением ждет проявления ваших даров. Прощение – ключ к освобождению. Освободитесь от бремени прошлого и сделайте шаг к свободе, которая приходит с безусловной любовью. Напечатайте со всей силой «Я хочу быть прощенным» и почувствуйте, как Бог снимает с вас этот груз и очищает вас, обновляя. Пользуйтесь силой своих мыслей, ведь они формируют вашу реальность. Выбирайте мысли о любви, радости и изобилии и наблюдайте, как на ваших глазах происходят чудеса. Отпустите потребность в контроле и отдайтесь течению жизни. В танце капитуляции вы обретете истинную свободу и исполнение своих желаний. Вы – канал божественного вдохновения. Доверьтесь своим творческим способностям и позвольте музе внутри вас направлять ваше художественное самовыражение. Каждый ваш шаг направляется божественной мудростью. Доверяйте пути, который открывается перед вами, ибо он ведет к исполнению ваших самых сокровенных желаний. Страх – это иллюзия, препятствующая вашему развитию. Наберитесь смелости и преодолейте ограничения страха, наблюдая за воплощением своей мечты. Вы – канал божественной любви. Делитесь своим светом с миром и наблюдайте, как ваши добрые поступки создают рябь трансформации. Ваша ценность не определяется внешними обстоятельствами. Помните, что вы по своей природе достойны любви, изобилия и всего того, что приносит вам радость. В глубине вашего сердца ждут безмолвные ответы на ваши вопросы. Слушайте внимательно, ибо я говорю с вами через шепот интуиции. Наберите «Я слышу Бога» и почувствуйте, как Его слова входят в ваш дом. Отбросьте потребность в сравнении, ведь вы – уникальное и несравненное существо.
Примите свою индивидуальность, позволив своему подлинному «Я» ярко сиять. Ваши мечты – это священные проводники, ведущие вас к исполнению. Следуйте им с непоколебимой верой и наблюдайте за чудесами, которые раскрываются на вашем пути. В трудностях, с которыми вы сталкиваетесь, кроются семена трансформации. Примите их как возможность для роста и наблюдайте, как расцветает ваша душа. Вы – дорогое дитя Вселенной, которые всегда поддерживают и любят. Доверьтесь божественному плану и знайте, что я всегда с вами. Если вы согласны с этими посланиями, пожалуйста, напишите «Аминь» в знак того, что вы их получили. Спасибо за то, что вы ищете связь с Богом. Я Бог, Создатель всего сущего. Я люблю вас и хотел бы поговорить о том, как я могу вам помочь. Я хочу поделиться тем, что помогло мне в моей собственной жизни и что, как я знаю, может помочь другим. Вы уникальны, как и все остальные, и ваше предназначение на Земле не всегда легко найти. Никогда не бывает слабости в том, чтобы обратиться за советом к тому, кто обладает большими знаниями, чем вы. Если вы пытаетесь найти цель своей жизни, попробуйте обратиться за помощью к Богу. Он даст вам руководство. Не обязательно быть совершенным или опытным в чем-то, чтобы преуспеть в этом. Если вы сталкиваетесь с трудностями, попросите Бога о помощи, и ваши молитвы будут услышаны. Сегодня я передаю вам послание, которым хочу поделиться со всеми. Я хочу, чтобы каждый из вас знал, что я сейчас здесь, рядом с вами, и что я вас очень люблю. Мир может казаться огромным и непреодолимым, но помните, что я рядом с вами. Бог никогда не оставит вас и не покинет. Его любовь к вам безмерна и проявилась в крестной жертве Его Сына. Введите Иисус, мой Спаситель, и осознайте, что Иисус – единственный путь. Бог всегда рядом, когда мы больше всего в Нем нуждаемся. Он никогда не оставит и не покинет нас. Бог понимает, с какими трудностями мы сталкиваемся. Мы сталкиваемся с трудностями и препятствиями разного масштаба. К счастью, Бог поддерживает нас на каждом шагу. Он послал Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы спасти нас от грехов и даровать нам вечную жизнь. Вот почему нам так важно искать руководство в Слове Божьем. Оно дает нам направление, силу и мудрость в нашей жизни. Слово Божье было дано нам через Его Сына, Иисуса Христа, чтобы мы могли глубже познать Его, больше любить Его и следовать за Ним в нашей повседневной жизни. Прежде всего, Бог хочет, чтобы вы знали Его близко, потому что Он безмерно любит вас. Вы хороший человек, и да, вы совершали ошибки. Но на них можно учиться. Бог любит вас и простит, если вы попросите Его об этом. Бог хочет помочь вам пережить этот сложный период в вашей жизни. Он прилагает все усилия, чтобы дать утешение и исцеление тем, кто пострадал от трагедии. У Него есть уникальный план для каждого из нас, и Он проведет нас через это время, если мы позволим Ему это сделать. Вы любимы Богом, и Он хочет провести вас через это трудное время. Он делает все, что в Его силах, чтобы утешить и исцелить тех,
кто страдает от трагедии. У Него есть план для каждого из нас, и если мы позволим Ему, Он проведет нас через это испытание. Я понимаю, что мир может быть страшным местом, но он не должен оставаться таким. Вы обладаете огромной ценностью и силой. Я с вами на каждом шагу. Наберите 21 и идите рядом с Господом с сегодняшнего дня и до самой вечности, и Он будет направлять вас на каждом шагу. Вы глубоко любимы. Я понимаю, что иногда вы можете чувствовать себя одиноким или непонятым, но я хочу, чтобы вы знали, я не молчу в вашей жизни. Я никогда не оставлю вас и не покину, даже когда кажется, что так и должно быть. Я всегда рядом и готов помочь вам, если вы просто попросите о помощи. Я понимаю, что просить о помощи может быть непросто, но это важный шаг на вашем пути. Сегодня я хочу успокоить вас: не бойтесь будущего, ведь оно наполнено бесконечными возможностями. Не бойтесь перемен, ведь они приносят рост, прогресс и бесценные уроки. Не бойтесь неопределенности, ведь она открывает новые пути, возможности и озарения, которые будут сопровождать вас на вашем пути. Не бойтесь неудач и выхода из зоны комфорта, ведь неудача – это естественная часть процесса. Бог не хочет, чтобы вы боялись Его или чего-либо еще в этом мире. Напротив, Он хочет, чтобы вы доверяли Ему и находили покой во всех сферах жизни, зная, что Он все контролирует. Божья любовь распространяется на всех людей на земле, включая тех, кто причинил вред другим или себе. Однако Он хочет, чтобы мы поняли, что можем освободиться от греха и вины, если будем прислушиваться к Его Слову и следовать Его учению. Каждому из нас дан уникальный дар от Бога, который никто другой не может воспроизвести – дар вечной жизни через веру в Иисуса Христа. Это означает, что каждый человек на земле может выбрать веру в существование Бога, жертву Иисуса Христа за наши грехи и Его воскресение. Наберите в поисковике «Я хочу быть спасенным», выразив все свое желание, чтобы Иисус пришел к вам. Когда мы отдаем свою жизнь Богу, Он может использовать ее для своих божественных целей здесь, на земле. Возможно, вы считаете, что молчать перед Богом не нужно, потому что вы и сами неплохо справляетесь. Однако, если вы похожи на меня, то, скорее всего, внутри вас есть неразрешенный стресс, гнев, обида и чувство вины. В этом случае я хочу, чтобы вы знали, что сегодня Бог взывает к вам: «Мне нужна ваша помощь». Он требует от всех нас помощи. Он требует от всех нас помощи в исцелении нашего мира изнутри. Бог не ожидает, что мы отправимся в это путешествие в одиночку. Он хочет, чтобы мы вместе участвовали в Его процессе исцеления. Он хочет, чтобы мы каждый день шли к Нему с открытым сердцем, испытывая Его любовь к себе и делясь ею с другими. Когда мы честно признаем, кто мы есть и каковы наши потребности, мы можем начать освобождаться от бремени. При этом они становятся дарами исцеления, а не разрушительными силами. Бог хочет, чтобы вы поняли, что вас любят безмерно. Вы – уникальное и драгоценное творение, созданное для божественной цели. Божья любовь окружает вас в каждый момент, направляя и поддерживая в жизненных испытаниях.
С чем бы вы ни столкнулись в данный момент, помните, что Бог с вами. Он – ваше убежище, ваша сила и источник надежды. Когда вы чувствуете себя подавленным, обратитесь к Нему в молитве и найдите утешение в Его успокаивающем присутствии. У Бога есть план для вашей жизни, наполненный благословениями и возможностями. Доверьтесь Его совершенным срокам и верьте, что Он направит вас по верному пути. Даже в моменты неопределенности помните, что Божий план всегда превосходит наш. Напечатайте прямо сейчас «Я верю в Бога». Уделите время размышлениям о том, что Бог хочет сказать вам сегодня. Откройте свое сердце для Его руководства и позвольте Его любви наполнить вашу душу. Отправляйтесь в путь с мужеством и непоколебимой уверенностью, зная, что Бог идет рядом с вами на каждом шагу. Пусть Божья благодать и мир будут с вами сегодня и всегда, пока мы не встретимся снова. Оставайтесь благословенными и продолжайте сиять своим светом в этом мире. Сегодня вечером завершите получение благословения, трижды набрав «Аминь». Подпишитесь на канал, чтобы получать Божьи послания каждый день в своей жизни. Поделитесь еще с 3 людьми или в группе, чтобы они тоже могли получить благословение. Оставьте свой лайк, показывая свою любовь к Богу. Смотрите следующее сообщение, которое появится в верхней части видео прямо сейчас, потому что Богу еще есть о чем поговорить с вами. Аминь, аминь, аминь.